Мы сегодня приехали в одно из уникальнейших мест нашего края. В чем же уникальность, спросите вы? Во-первых, здесь начинается первый в России заповедник, а во-вторых, впрочем, не будем заглядывать вперед, обо всем по порядку. За территорию, помеченную красными ленточками, ходить нельзя. Нельзя там собирать грибы и ягоды, тем более рубить лес. Здесь начинается территория Печора-Илочского биосферного заповедника. Располагается заповедник между реками Печорой и Илычем, откуда и получил свое название. Это один из старейших и самых крупных заповедников России. Появился еще в 1930 году. Тогда его площадь составляла более 1 миллиона гектаров. Сегодня территория Печора-Илочского заповедника чуть больше 720 тысяч гектаров и разделена на 2 участка. Один в равнинной части, примыкающей к поселку Якша, другой в предгорной, известной мансийскими болванами на плато Мань-Пупунер и долиной Торы-Поре-Из. Однако сегодня мы не будем лазить по горам. Цель нашей поездки другая. Рядом с заповедником, в поселке Якша, находится еще один уникальный объект – первая в мире опытная лосиферма. Первые практические опыты по одомашниванию лосей в России были предприняты еще в 30-е годы 20 века, но прекращены в связи с началом Второй мировой войны. В Печора-Илочском заповеднике эту работу начали проводить в послевоенные годы. Якшинской ферме были поставлены задачи вывести мясную, молочную и рабочую породу лосей, разработать способы их содержания. Официально лосиферма открылась в 1949 году, но подготовка началась еще за несколько лет до этого. Отлавливали лосят, собирали первое подопытное стадо. Лосиферма у нас была опытная. В результате опытов был установлен оптимальный возраст кастрации лосят. А для чего это нужно было? А для того, чтобы лоси, значит, когда вырастали, они не имели рогов. Потому что рога, они, во-первых, очень мешали для работы, могли травмировать того, кто с ними работал. Кроме того, чтобы упряжь, например, надеть, это тоже мешало. Было выяснено, что если до месяца лосят кастрировать, то тогда рога полностью вообще не развиваются. А если кастрировать в более позднем возрасте, тогда вот могут или деформированные какие-то рога, или частично развитые. Сейчас Печора-Илочская лосиферма не единственная в России. Однако именно здесь были достигнуты первые успехи по одомашниванию лосей. Установлен оптимальный способ содержания – полувольный. Лоси могут проводить часть времени на воле, а при желании покинуть ферму. Правда, сейчас способ содержания немного изменился. Раньше у нас была другая методика содержания. Мы утром приводили лосей, это назывался вольный выпас. Приводили ко двору, подкармливали комбикорм, картошку и на ночь опять уводили просто вот на волю в лес. Сейчас мы не можем увезти, потому что очень много транспорта, люди ненадежные, и мы просто можем сегодня увезти, а завтра никого не собрать. И мы боимся рисковать, и приходится содержать всех именно в загонах. Сотрудники фермы говорят, лоси раньше жили с людьми бок о бок в буквальном смысле, как коровы и козы гуляли по поселку. Но бывало и уходили за сотни километров от заповедника. Привыкшие к людской ласке, они часто становились жертвами браконьеров. Не спасали их ни ошейники, ни насечки на ушах. Это Фина, это Вика. Жади где? С красной ленточкой Жади, то Ляля, там Фая. А Светка-то у вас где? Светик? Светик увели уже в загон. А Жади это, видимо, после сериала, да? Да, да. Это мы так кликали. Ну что он делает? Что делает человек? Вот, Что на ум придет? У Светланы Поликарповны уникальная и редчайшая профессия. Она доярка лосей с 30-летним стажем. Хорошо уже изучила повадки своих подопечных. Вот как вы их различаете? Они все разные. Вот стоит мне крикнуть сильно, они все соскочат, вокруг меня соберутся, и чтоб никто не подходил. Я их даю, они уже за лосенка меня принимают. Они так и любовь свою выражают? Это вот она как лосенка любит. Фу.
Они вас за лосенка принимают? Да. Ешь. Не трогайте ее. Дайте покушать веточки. Все, никто не трогает тебя. Никто. У всех животных разный характер. Некоторые спокойные, добрые, а есть и своенравные особы. Например, лосиха по имени Фая. Она даже живет в отдельном загоне. В прошлом году Фая отелилась вдали от фермы и выкормила лосенка сама. В этом году малыша отобрали. В отместку лосиха долгое время не хотела давать молоко людям, но со временем смирилась с участью дойной лосихи. Она дерется с остальными периодически. Они все, как бы вот у них группировка такая, социальные отношения уже есть. Если сегодня одна себя хорошо чувствует, там, другая похуже, они начинают за лидерство бороться. Старушку так практически все обижают, вот которую вы снимали, которую Финой зовут. Она очень такая покладистая, добрая, ляжет в уголочке. А если вот это вот туда выпустить, точно будет драка и беготня. И вот, чтобы не было скандалов между собой, мы их так как бы на группировке по дням разделяем. Иногда эти с этими, эти с этими. Но это Поликарповна решает, кого куда закрыть, в принципе. Нормальная лосиха. И характер хороший. Тьфу-тьфу-тьфу. Но меня вот не очень любит, потому что я ей все время уколы делал. В попу. Да, Фаечка? Ну, а брови у него в разлет вообще, мордочка красивая очень. Так, ну все. Пойдем. Пойдем, мой сладкий ребенок, пойдем. Стой, Фина. Стой. Доят лосих несколько раз в день. Загоняют специальные дойные станки. Чтобы лосихи стояли смирно, им дают корм, картошку и осиновую кору. Кстати, из-за коры излюбленного лакомства лосих, а также травы и хвойных веток, их молоко обладает уникальными свойствами и вкусом. Стой, моя умница, стой. Ешь, моя умница, ешь. Да все, никто тебя не трогает. Никто мою сладкую не трогает. Кушай. Все. Все. Да не трогают они тебя, не трогают. Я с тобой же. Разве я тебя дам кому-нибудь, а? Умница ты моя. Жади, сейчас приду. Кушай. Все. Все, моя сладкая, все. Все. Литр с чем-то будет. Стой, моя умница, стой. Вот у нее похуже соски. Соски длинные, но тугие. Молочная продуктивность лосих по сравнению с коровами невелика. За сутки они дают 3-5 литров молока. Но есть среди них и свои рекордсменки. Например, здесь помнят лосиху Печору, которая давала 8 литров в день. Так, это вот лосиное молоко. Сейчас надоили. От 5 лосих. Сколько за один удой дает молока? За один удой по-разному дают лосихи. Литр 300, литр 400, 2 литра было, по 900, по 700. В общем, в зависимости от возраста лосихи. Туристам дают попробовать парное лосиное молоко. Правда, удовольствие это не дешевое. Себестоимость молока очень высокая – 1000 рублей за литр. Правда, и пить ее стаканами не рекомендуют. Это скорее не еда, а медицинское средство. Лосиное молоко очень полезное. Оно лечит желудочно-кишечный тракт. И когда была в Чернобыле радиация, это было, тогда к нам заявка была, чтобы мы открыли лосеферму на 500 голов. Но это было нам нереально. И вот лосиное молоко лечит, приостанавливает раковые клетки. Вкусно? Вкусное молоко. Попробую. Попробуй. Как сливки. Молоко действительно очень жирное, пьется как сливки. Можно добавлять в кофе, например. Отдельно от лосих живут лосята. Мамаши лосят, так называют сотрудниц, которые кормят и ухаживают за молодняком, поят их несколько раз в день из бутылочек. Ребята, подъем! Рыжики! Сейчас мы
сделаем сад. Сделаем сад, а то они сейчас все кочки их не будут. Грибы лоси тоже очень любят. Очень любят. Мухоморы любят. Вообще все грибы любят. И она самая здоровая, но пить она так не научилась у нас путем. Приятного аппетита! В этом году на ферме родилось небывалое количество малышей, аж 8. Для сравнения, в прошлом году, например, был только 1 лосенок. Вот этого лосенка зовут Лола. На иджимском диалекте лось как раз будет Лола. Убери, нельзя, чтобы он ел. Скажи, нельзя есть землю. Не ешь землю, не ешь. Ну, давай прокашливайся. Лена, вон посмотри. Фаня кушает веточки. Я когда выпускаю. Опять землю. Лола! Лола! Они такие еще худенькие, такие костлявые. Они, в принципе, толстыми, как телята. Я сейчас Жанну возьмем, она очень любит поделать. А что они очень любят есть? Рябинку. Они уже все съели. Такой импровизированный сад нужен, чтобы приучать лосят к естественному питанию веточками деревьев. Скоро они будут пастись в загоне, а пока живут в специальном сарайчике. Вот этого лосенка зовут Федя, хотя это девочка. Когда она родилась, думали мальчик, назвали Федей. Теперь называют Феодорой. Феодора? Феодора. О! Может, я заберу с собой? А забирайте всех. Всех забирайте. Все, меня не отпускают. Куда? Зацеловали, обслюнявили. Куда? Ишь! Общение с лосятами, как и со взрослыми лосями, дает массу впечатлений и положительных эмоций. Лосетерапия – труднодоступный вид нетрадиционной медицины, ведь дорога до Якши долгая и трудная. Но приехать в Печора-Илыцкий заповедник стоит хотя бы из-за общения с этими добрыми лесными гигантами. Сейчас на лосиферме проживает 20 животных, так что лосиной ласки и любви хватит на всех. Кстати, сахаты и сладкоежки. Если запланируете поездку на лосиферму, запаситесь карамельками, лоси вам будут благодарны.